Салям алейкум, хайрлах шамлар. Витаю! В эфире телеканала АТР вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие 2 часа в этой студии с гостями, которые подключатся к нам в эфир, мы обсудим основные новости и события на 100-й день героического сопротивления Украины, украинского народа и всего свободного мира российскому фашизму. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны режиссеры периодически выводят номера телефонов. Вы можете звонить к нам абсолютно бесплатно по Вайберу +3 8067 63 46 130, а также можете присоединяться по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы, нам важен ваш голос. И не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. Если вдруг вы не успели посмотреть в прямом эфире, заходите на наш YouTube-канал, смотрите нас там. И не забывайте обязательно ставить лайки под нашими программами. Это поможет нам продвигать наш YouTube-канал. И таким образом все больше и больше людей смогут увидеть наши новости и программы, которые мы делаем, которые непосредственно касаются временно оккупированного полуострова Крым. Я же рада представить гостя, который присоединяється к нашому ефіру. Це Андрій Рудик, прес-офіцер окремої бригади територіальної оборони міста Дніпро, політолог, доктор філософії в галузі соціальних та поведінкових наук, кандидат політичних наук. Пане Андрію, вітаємо вас. Слава Україні! Вітаю, пані Гульсум. Героям слава. Пане Андрею, уже как 100 дней Украина, украинский народ, украинские вооруженные силы, да что там говорить, весь цивилизованный мир сопротивляется российской агрессии, российскому фашизму. Какими вам запомнятся эти 100 дней? Ну, знаєте, перш за все, мені ці 100 днів запам'ятаються безумовно як злочинний акт агресії, розширення агресії з боку Російської Федерації, тому що починаючи з 2014 року і вже в нинішньому 2022 році Російська Федерація знову порушила міжнародне гуманітарне право, в принципі міжнародне право, абсолютно перекресливши будь-які там сподівання, будь-які цивілізовані норми. Ну і безумовно запам'ятається мені ці 100 днів із витягою наших Збройних сил України. І, на жаль, це і трагедія для нашої нації в тому плані, і, скажімо, втрати там серед цивільного населення ми понесли, тому що це і місто Маріуполь, це і Буча, і Ірпінь, і досить багато можна населених пунктів перераховувати, тому що справді, як ви слушно зауважили, це героїчний супротив і українського народу, і України як держави, і українців як суспільства, і, в принципі, всього справді цивілізованого демократичного світу. Ну, мы видим, как сегодня идут ожесточенные бои на востоке Украины. Оккупанты пытаются выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей. Мы видим, как, к сожалению, сегодня оккупирована Херсонская область, часть Запорожской области. Вот как вы оцениваете, вот какие дальнейшие планы российских оккупантов? Остановятся ли, к примеру, они вот на тех границах, если им удастся выйти на админграницы Луганской, Донецкой областей? Или же нет? Попытаются ли они, возможно, закрепить этот статус-кво каким-то образом? Вот как вам видятся планы оккупантов? Пане Андрію, чуєте? Так, я понимаю, у нас небольшие технические неполадки. Андрей Рудик был с нами на прямом зв'язку. Мы попробуем с ним еще раз связаться и задать наши вопросы. А пока мы связываемся с паном Андреем, пресс-офицером окремої бригади територіальної оборони міста Дніпро, політологом, доктором философии в галузі соціальних та поведінкових наук, кандидат політичних наук. Стоит отметить, что Совет Европейского... пана Андрея с нами на прямой связи сейчас. Пане Андрію, чуєте зараз? Так, чую. Так, мені продублювати своє запитання, чи ви... Я пам'ятаю, так. Будь ласка. Дякую. Ну, я якраз зупинився на тому, що Херсонська область не вся окупована російськими військовими. Північні частини, наскільки відомо, були там частково звільнені в ході останнього контрнаступу, де, в принципі, десь були звільнені близько місяця назад. Однак це вже зона відповідальності, знаєте, інших офіцерів, тому що це і зона відповідальності південного командування. Я входжу, в принципі, в командування Східне в даному випадку.
Дивіться, щодо вашого запитання щодо виходу там на адміністративні кордони Донецької та Луганської області, ну воно в даному випадку очевидно те, що ми бачимо, що відбувається навколо Сєвєродонецька. В принципі, те, що заявляють наші органи виконавчої влади, в принципі, це вища військово-політична еліта. Дивіться, ситуація така, ну от приблизно те, що оцінюється вже безпосередньо в командуванні нашої бригади, і в командуванні там східному командуванні, перепрошую, якщо відповідно ворог там захопить там всі ці визначені території, то навряд чи він буде зупинятися. Який в нього для цього сенс? Тому що якщо українська армія, українське суспільство не чинитиме супротиву, то це знову ж таки буде потурання агресора. Для того і ми зараз, в тому числі і бригада міста Дніпро, і наскільки мені відомо, і бригада Дніпропетровської області, і інші, наприклад, сили ТРО, вони чинять супротив агресору, де це тільки можливо, щоб не допустити до безпосередньо розширення, поглиблення агресії. Ну, згадайте, яка була ситуація в Чернігівській області, в Сумській області, в Київській області і в передмістях самого Києва. Тобто, якщо б не дали там бій агресора, ми вже б знали з вами на сьогоднішній день говорили б абсолютно в іншій військово-політичній реальності. Ну, а как вы думаете, вот каковы шансы у российских оккупантов, учитывая, что они сейчас воюют старым советским оружием, а к нам ежедневно поступает все новое и новое? Тут теж треба звернути увагу на те, що не зовсім прямо абсолютно радянською зброєю, тому що є в них там і зразки їхньої зброї, наприклад, я особисто бачив трофейні там АК-12, російські, це там, ну не можна сказати, що прямо новітня передова зброя, там перероблений магазин, там більше пластиковий корпус, таке інше, тобто вони намагаються там переробляти те все радянське. Однак, справді, якщо нам постачатимуть зброю, як на сьогоднішній день має місце, там постачання протиракетних чи протитанкових ракетних. Алло. Да, прервалась у нас связь с паном Андреем. Попробуем с ним еще раз связаться и продолжить нашу беседу, после чего к нашему эфиру должны присоединиться и следующие гости. А пока стоит отметить, что Совет Европейского Союза утвердил 6-й пакет экономических и персональных санкций, направленных против России и Беларуси. Цитирую главу европейской дипломатии Жозефа Борреля. Благодаря сегодняшнему пакету мы усиливаем ограничения на способность Кремля финансировать войну путем введения дальнейших экономических санкций. Мы запрещаем импорт российской нефти в ЕС и тем самым сокращаем огромный источник дохода для России. Мы отключаем больше ключевых российских банков от международной платежной системы SWIFT. Мы также налагаем санкции на виновных в зверствах, произошедших в Буче, в Мариуполе, и запрещаем больше распространителей дезинформации, активно способствующих пропаганде войны президента Путина. Конец цитаты. Пане Андрію з нами на прямом зв'язку. Пане Андрію, вы можете продолжить, а потом у меня еще будет несколько вопросов относительно международной поддержки. Дякую. Перепрошую, перебої з інтернетом саме. Так, я розумію, будь ласка. Час. Отже, тобто справа йде до того, що по мірі того, наскільки нам справді будуть постачати реальне озброєння, а не годувати певними обіцянками, але по факту зброя йде, і треба розуміти, що військово-політичне керівництво нашої держави там свідомо не озвучує там ланцюги постачання, яка зброя йде, тобто дозовано цю інформацію дає, щоб не створювати загрози ні для західних партнерів, ні безпосередньо для наших вузлів комунікації, щоб ворог не завдавав ракетних ударів по залізницям, по логістичним там мережам і таке інше. Тобто все це не озвучується, і це цілком нормально. І ще також громадськість чекає там якихось швидких результатів. Треба зауважити, що вони не будуть такими швидкими, тому що наша армія не може апріорі швидко нам навчатись на рядах озброєння, там опановувати, і для цього всього потрібен час. Тому справді, закінчуючи відповідь на ваше питання, що справді час в даному випадку грає на нас, тому що запаси російського озброєння вичерпуються, наскільки мені відомо, ну принаймні з колегами теж обмінююсь інформацією, з офіцерами з інших бригад, то теж розповідають, що там і Т-62 російські бачили, вже радянські, точніше, перепрошую, це доволі стара одиниця. Ну, вже дехто навіть жартує, що скоро там Т-55 побачимо, а там потім, не дай Боже, Т-34-85. Тобто вже навіть це не категорія основних бойових танків, це вже категорія середніх танків, легких танків, тобто те, що стосувалося ще часів Другої світової війни, ця градація.
Пан Андрей, вы являетесь пресс-офицером отдельной бригады территориальной обороны места Днепро. Вот расскажите, насколько массово силы территориальной обороны используются непосредственно в боевых действиях и что входит в основные функции? Ну, дивіться, я ж не маю права там говорити від імені сил командування ТРО. Всього є там безпосередньо мій найстарший прес-офіцер, тому що я підпорядковуюсь по певній вертикалі. Можу сказати за власну бригаду. Наша бригада так безпосередньо задіяна, як і в принципі більшість бригад сил ТРО, і в принципі як все наше ЗСУ, тому що підкреслюю, ТРО це не є окремим організмом, це таке ж саме ЗСУ, просто це окремий рід військ. Тобто вона так само задіяна в веденні бойових дій. Власне, є публічна сторінка бригади в мережі Facebook, і там якраз я займаюся і веденням, викладаю там певні матеріали. Наприклад, тут вже був викладений матеріал щодо захоплення нових російських позицій, нових російських трофеїв, озброєння, там і харчування, озброєння, засоби індивідуального захисту. Тобто бойові дії справді ведуться. ТРО залучається, тому що ми так само є збройними силами. Однак підкреслю, що там це не безпосередньо часто лінія зіткнення, як це кажуть, тому що ми прекрасно розуміємо, що для підготовки бійців там і офіцерів потрібен час. Це, як правило, це там друга лінія і такі інші. Це за рідкісними винятками. Однак, знаєте, по досвіду ведення там бойових дій, наскільки мені відомо, Київської ТРО, і там ТРО міста Києва, то ТРО справді доволі хорошу службу надає, в принципі, іншим підрозділам Збройних сил України. А вот по поводу армии, вот что говорят люди в армии? Как они видят вообще всю ситуацию, которая происходит сейчас в нашей стране, как на передовой, так и в тылу? Ну, дивіться, в цілому люди патріотично налаштовані, тобто цей весь запал не згас, тому що, от, наприклад, скажу по нашій бригаді, я спілкуюся з людьми в міру своїх посадових обов'язків, тобто з'ясовую там історії людей, хто як сюди прийшов, чому, з якою мотивацією, то, в принципі, авторитетно вам готовий заявити, що більше 95-96% особового складу бригади – це всі люди прийшли добровільно в територіальні центри комплектування, соціальної підтримки. Тобто ці люди не чекали повістки, чи там телефонних дзвінків, вони прийшли самі. Буквально хто там в перші дні агресії, або Російська Федерація, розширення агресії в даному випадку, або хто трошки пізніше. Тобто всі люди мотивовані, всі працюють на перемогу. Незалежно від там посади, яку займається особа, чи позиції, певне, всі сконцентровані працювати на перемогу. Тому що всі керуються давнім мудрим висловом, що не хочеш там допомагати власній армії, годувати власну армію, працювати на власну армію, захищати власне суспільство, то буде суспільство годувати там цю армію, доведеться, перепрошую, чужу армію годувати. Вот до нашего подключения я зачитала цитату главы европейской дипломатии Жозефа Борреля, который объявил о введении 6-го пакета санкций против России. Это именно тот пакет санкций, о котором все никак не могли договориться послы Европейского Союза, потому что он включал в себя нефтяное эмбарго против России. Этот вопрос ветировало ряд стран ЕС, но, наконец, вот частичное все же эмбарго на нефть России ввели и приняли. Как вы оцениваете в целом международную поддержку Украине? Не кажется ли вам, что, с одной стороны, да, действительно мы видим очень серьезную консолидированную позицию, поддержку Украине, но ведь с другой стороны мы видим, как во многом очень много вопросов и очень много относительно даже вопросов принятия решения об оружии, они тормозятся. Ну, дивіться, тут прекрасно можна розуміти реакцію нашого суспільства, тому що хочеться більше, швидше, тому що воювати, ну, знаєте, довго затяжну війну, ну, людям хочеться справді мирного життя. Тому вони багато таких повідомлень щодо того, що там десь затримується постачання озброєння, або там, скажімо так, їм здаються такі санкції половинчастими, вони справедливі в даному випадку, тому що, знову ж таки, суспільство керується тим, що вимагає, щоб Захід надав швидку допомогу. Однак, пам'ятаєте, ми свого часу, як ще до мого нинішнього військового життя з вами
вами спілкувалися, коли я говорив про те, що Захід в даному випадку він ж не є прямим союзником України. У нас з ними не укладені певні союзницькі договори. Тому те, що нам зараз допомагає, це вже великий плюс, і це вже говорить про те, що Україну ніхто не збирається залишати, що ми є частинкою демократичного світу. Це один момент. А інший момент, знаєте, те, що стосується те, що сприймається як полуничество з тих санкцій. Давайте згадаємо історію, чому Захід залежить від російських постачань нафти. Це криза 70-х років енергетична, яка була спровокована арабо-ізраїльськими війнами на той момент, і те, що арабський світ запровадив ембарго, просто перестав постачати нафту. Відповідно, Радянський Союз на той момент зміг запропонувати багато дешевої нафти і таким чином вийшов на європейський ринок. І, відверто кажучи, те, що Шольц нещодавно і заявляв, і в принципі німецькі політики, що ми просто пішли на шляхом найменшого супротиву. Ми закупали найдешевшу нафту, яку нам треба було, чи найлегше було постачати найлегшими, перепрошую, тавтологію, логістичними шляхами. Все. Тобто європейських партнерів в даному випадку можна зрозуміти. Більше того, згадаємо ситуацію з Україною. У нас теж була певна залежність від Росії, якої зараз немає в даному випадку, через очевидні причини. Тому в даному випадку працює вже нині покійного царства небесного першого президента України Леоніда Кравчука, маємо те, що маємо. Тобто зради я в цьому не бачу, не можуть ні німці, ні ті ж поляки навіть в деяких випадках просто розірвати ці зв'язки, тому що їхня промисловість там. А ця промисловість, перш за все оборонна, зараз працює на нас. Тих же Чехів, Словаків, де ремонтується наша техніка. І це вже були публічні заяви прем'єр-міністрів цих держав і міністрів оборони. Тобто ми не можемо хотіти всього і одразу. Ми досягаємо, в принципі, всіх цілей, і наша дипломатія, і військові, і ми в тому числі. Ми якраз працюємо над цим поступами. И, пане Андрею, такой последний вопрос. Как вы думаете, спустя победы Украины, как эта война будет называться в учебниках истории? Знаєте, багато фантазій, і побратими говорять, і посестри, знаєте, часто примірюють назву національно-визвольне змагання або національно-визвольна війна. Як це мало, знаєте, за часів Богдана Хмельницького, як це мало за часів 1917-1921 років, добу існування УНР, там Українська держава з Карпатського, потім знову УНР, і вже потім завоювання нашої території радянської Росії. Тобто залишимо це питання на відкуп історикам. Я не історик, я все-таки фаховий політолог, а не військовий. Тому те, щоб, наприклад, мені там на моє особисте бачення, це справді як національна визвольна війна. Ну, мається на увазі, ми ні від кого не визволяємося, ми зараз визволяємо власну територію. Але національна вона для нас в тому плані, що вона там більше єднає Україну і, по суті, продемонструвала, наскільки ми єдині були і наскільки згубними і неправильними, і неправдивими були міфи там про второсортність якихось громадян або про розкол там на західну, на східну, на північну, на південну Україну. Дякую вам дуже, пане Андрію. Чухсагулно, що наше время і підключились к нам в ефір. Слава Україні! Бережіть себе! Героям слава! Дякую, і ви себе бережіть. Андрій Рудик був з нами на прямому зв'язку, прес-офіцер окремої бригади територіальної оборони міста Дніпро, політолог, доктор філософії в галузі соціальних та поведінкових наук, кандидат политических наук, був з нами на прямому зв'язку. А пока мы ждем соединения следующего гостя, хотелось бы отметить следующее информационное сообщение. Посол Украины в Турецкой Республике Василь Боднер назвал Турцию среди стран, куда Россия вывозит украденное украинское зерно. Об этом посол сказал на брифинге журналистам, цитирую, «Россия нагло и беспрецедентно ворует украинское зерно и вывозит его из оккупированного Крыма в иностранные страны, в том числе и в Турцию». Конец цитаты. Он добавил, что обратился к турецкой стороне с просьбой помочь в решении этой проблемы. Я напомню, что Украина вместе с партнерами обсуждает возможность создания международной миссии для разблокирования украинского морского экспорта и как первый шаг требует от России отвести свои силы в морской акватории вокруг Украины и предоставить гарантии о ненападении безопасности. Такую возможную операцию Украина планировала провести под эгидой Организации Объединенных Наций или стран Североатлантического альянса, говорилось ранее в Министерстве иностранных дел Украины, но даст ли Россия такие гарантии о ненападении, можно ли вообще доверять каким-либо гарантиям страны-агрессора, обсудим этот вопрос с Иваном Капсамуном, політичним аналітиком, редактором відділу політика в газеті «День». Пане Іване, вітаємо вас. Селям алейкум.
Селям, витаю вас. Ну что ж, мы видим, как Российская Федерация, страна-агрессор, сейчас шантажирует весь мир продовольственной безопасностью, занимается воровством, а именно вывозит украинское зерно, которое они там освободили из элеваторов в Херсонской области, в Крым, а с Крыма уже в другие страны. И вот сегодня посол Украины в Турции Василь Боднар сообщил о том, что Турция входит в те страны, куда Россия вывозит украинское украденное зерно. Что вы скажете по этому поводу? Как воспринимать и реагировать вообще на такое сообщение? И почему Турция все же принимает это зерно, если так есть? Ну, изначально следует сказать, что Россия действительно ведет себя как не просто страна-агрессор, а как страна еще террорист, страна-преступник. Причем, что доказывает это она на всех уровнях. Куда бы они ни пришли, они своими действиями и преступлениями показывает, насколько это концентрация определенного зла, которая фактически выступает против добра в мире. Как бы это, может, пафосно не звучало, но Украина как раз столкнулась с этим воочию и по полной программе, как говорится, ощущает это на себе. Что касается Турции, у Турции, в принципе, всегда была своя некая такая особая позиция. Она никогда не занимала чью-либо сторону, скажем, полностью на 100%. Как, например, это можно сказать по определенным странам Запада, которые нас там поддерживают. Великобритания, например, или наши ближайшие соседи, это Польша, Словакия, там страны Балтии. То есть здесь все однозначно. В Турции своя специфика, своя история, своя внешняя политика, и она исходит именно из этого. Она старается сохранять отношения дипломатические и всяческие добрососедские, как она это говорит открыто, и с Украиной, и с Россией. То есть она может продавать оружие Украине, в то же время продавать там помидоры России и принимать от туристов. Пане Иване, а вот как вы думаете, не кажется ли вам, что вот на каком-то этапе все же Турецкой Республике придется сделать выбор, как когда-то после Второй мировой? Ну или во время Второй мировой, скажем. Думаю, что пока Россия сохраняет определенную свою силу и свой вес, Турция будет балансировать. Как только Россия начнет терять свои возможности, и ее проигрыш в Украине будет становиться все очевиднее, они будут покидать, то есть мы их будем изгонять из нашей страны, они будут терять свой вес и возможность шантажировать весь мир теми определенными ресурсами, которые у них есть. Я думаю, тогда Турция, конечно же, будет все больше становиться на сторону победителей. А сегодня она пока пытается сохранять возможность, с одной стороны, зарабатывать при помощи россиян, а с другой стороны определенные дипломатические каналы, когда даже в некоторой степени и Запад общается с Москвой посредством Турции. Хотя за последнее время можно сказать, что контакты Запада с Москвой тоже уже есть. Это не так, как было там в первые месяца два, когда фактически контакты были прерваны. Я имею в виду между там американцами и россиянами. Сегодня такие контакты существуют, мы видим даже публичные, я уже не говорю о непубличных, о которых мы наверняка и не знаем. Ну, действительно, если мы говорим о Турецкой Республике, мы видим, что в самой Турции не очень хорошая экономическая ситуация, и региональная ситуация тоже довольно сложно складывается для Турецкой Республики. Там непростые взаимоотношения с Западом, с Соединенными Штатами Америки. И при этом мы видим действительно очень серьезные военно-технические взаимоотношения с Украиной. Турция постоянно артикулирует систематически свою поддержку территориальной целостности Украины, непризнание оккупации полуострова. То есть мы видим такую четкую позицию Турецкой Республики. Но можно ли называть эту позицию позицией, если она не подкреплена конкретными действиями? Или подкреплена? Она подкреплена военно-техническим сотрудничеством, о чем вы подчеркнули, потому что Байрактары мы покупаем, не только Байрактары. Была идея, и она остается, строительство завода по
производству турецких беспилотников у нас в Василькове, насколько мне известно. Плюс там не просто Байрактары, там и беспилотники Акинджи, которые более мощные. Существует, конечно, сотрудничество и по линии двигателей, которые Украина поставляет Турции. Была подписана зона свободной торговли, как мы знаем. То есть, конечно, сейчас ввиду войны, то многие вещи там просто не могут быть реализованы. Я скажу так, что турки всегда ищут свой интерес. То есть они ищут свой интерес в Украине, они ищут свой интерес в России. Да, нам, как стороне, которая подвергается такой атаке со стороны России, такой большой трагедии, когда там уничтожаются города, уничтожаются люди и все остальное, конечно же, нам хочется, чтобы весь мир нас поддерживал, и в том числе и Турция нас поддерживала, потому что мы на стороне правды, это очевидно. Но в то же время политика в мире, она всегда была разной. И всегда любая страна будет исходить из собственных интересов. И, как вы подчеркнули, в Турции тоже существуют экономические определенные трудности и проблемы. Соответственно, она не будет терять возможность компенсировать данные проблемы при помощи тех же туристов из России. Тем более, когда Запад, например, вводит санкции, то, конечно, россияне будут искать возможность торговать больше с турками или искать определенные лазейки для того, чтобы выходить на остальной мир через Турцию. Турция это будет использовать, причем что она об этом заявляет открыто. Поэтому Украине по отношению к данной стране, Турции, скажем так, даже придется вести такую особую политику, когда с одной стороны мы должны дружить и углублять то сотрудничество, которое у нас есть, а с другой стороны мы понимаем, что мы не можем им запретить вести определенную политику с Россией. И по поводу продовольственной безопасности, как вы видите разрешение этого вопроса? Сегодня мы видим, что Россия шантажирует мир голодом. Они говорят Украине, разблокируйте свои порты, мы дадим, может быть, какие-то гарантии о ненападении, и таким образом будет осуществляться экспорт украинского зерна. Естественно, Украина говорит о том, что Россия напала на Украину, Россия начала полномасштабное вторжение. Именно Россия ответственна и виновна в том, что сейчас может быть действительно голод как на территории Африки, так и дестабилизация на территории Европейского Союза из-за возможного миграционного кризиса, о чем непосредственно подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский вчера. Что с этим делать? Кто может нам дать гарантии безопасности, гарантии ненападения в случае разблокирования украинских портов и разминирования, что немаловажно? Тут важно понимать, что Украина на 100% права, потому что мы не начинаем эту войну однозначно. И не по нашей вине сегодня миллионы людей могут остаться без хлеба. То есть не мы эту проблему создали. И сегодня, когда кто-то в мире обращается к Украине, чтобы Украина способствовала вывозу зерна, опять-таки от Украины это фактически не зависит, потому что мы не против вывозить это зерно. Эту проблему создала Россия. Если мир хочет решить данную проблему, она в первую очередь должна решать проблему с Россией. И здесь мы опять-таки наблюдаем определенную игру, потому что страны Запада, страны НАТО, они открыто говорят, что мы не будем вмешиваться в данный конфликт даже на том уровне, чтобы они, скажем так, отправили свои корабли в Черное море и обеспечили безопасность для суден, которые будут вывозить украинское зерно. Они это фактически не хотят делать. Поэтому тут возникает вопрос, конечно же, а как это можно сделать? И если до сих пор эта проблема не решена, я так понимаю, что просто не видят ее разрешения. И Украина здесь абсолютно невиновна. Мы видим также усилия, опять-таки, если возвращаться к теме Турции, что они предлагают определенные свои механизмы, в том числе пытаются использовать механизмы Организации Объединенных Наций, то есть каким-то образом договориться с Россией. Но где гарантии, что Россия в очередной раз не использует, опять-таки, разминирование
прибрежной зоны против Украины гарантий абсолютно нету. Поэтому здесь я бы говорил о том, что страны Запада и вообще любые страны, которые хотят разрешения данной проблемы, они должны больше прикладывать усилия и больше давить на Россию. То есть, решить этот вопрос даже под эгидой Организации Объединенных Наций, или, возможно, под эгидой стран НАТО, ну, практически невозможно, потому что нет абсолютно никакого доверия гарантиям и слов России. То есть единственное решение проблемы — это завершение войны и победа Украины? Под эгидой ООН это решить фактически невозможно. Они не имеют там механизмов, которые бы смогли разрешить данную проблематику. Мы вообще видим, что система безопасности в мире под эгидой ООН как таковая, она оказалась недееспособной, потому что она не может остановить подобные, предотвратить, остановить подобные войны, которые длятся в Украине. А вот что касается НАТО, вот у них механизмы есть, у них есть возможности, у них есть силовые возможности. Другое дело, захотят ли они разрешать данную проблему, захотят ли они непосредственно заходить в Черное море и, возможно, где-то соприкасаться с российскими кораблями. То есть здесь они пытаются, знаете, вот как-то пройти между Сциллой и Харибдой, то есть открыто будем говорить, что они поставляют нам вооружение и все необходимое, там, финансовое, подпитку и так далее, хотя это всего, опять-таки, недостаточно, для того, чтобы Украина вела эту войну, то есть, грубо говоря, руками Украины они пытаются усмирить Россию. И когда сейчас идет речь о том, чтобы решить конкретно проблему с зерном, они даже здесь пока не могут сделать шаг вперед и вот какие-то, скажем, силовые методы предпринять. Ну, опять-таки, такие вещи, такие вот очень осторожные подходы, они развязывают России руки. И они понимают, что есть определенная слабинка Запада, куда можно давить. Поэтому эта ситуация пока будет подвешенной. Сегодня ровно 100 дней, как Россия, страна-агрессор, начала полномасштабную войну против Украины и всего свободного, демократического, цивилизованного мира. Сначала, вы помните, в начале широкомасштабной войны, еще до начала широкомасштабного вторжения, Украине давали там 3 дня. Даже западная разведка говорила о том, что в течение 96 часов там, Россия захватит Киев и блицкригом вообще оккупирует Украину. Чего не произошло, уже 100 дней Украина сопротивляется российской агрессии и будет сопротивляться. Где просчитался Путин? Что было его главной ошибкой? Он просчитался в возможности украинцев сопротивляться. Угу. Они реально ту пропаганду, которую они годами ведут, они не просто ополбанивают свой народ, они сами в нее верят. И так как он писал неоднократно и заявлял о том, что русские украинцы — это один народ, что украинцы не существует, государство — это искусственно и так далее, они в это все поверили. Соответственно, они не ожидали такого сопротивления, не ожидали, что украинцы действительно проходят свое активнейшее становление как украинской нации. И они это поняли, конечно, уже после провала их так называемой спецоперации. Можно говорить о том, что она 100% провалилась. И, соответственно, они поменяли тактику. Сейчас это уже действительно, даже хоть это не признают, но они сейчас перешли к войне, то есть совсем с другой тактикой, затяжной, и мы тоже должны быть готовы, что это будет все длиться очень долго. То есть Украина на самом деле удивила, я думаю, что удивила россиян, удивила путинский режим своим сопротивлением. Более того, я скажу, что Украина удивила весь мир, и Запад в том числе. То, что сегодня делает украинская армия, то, что делает в целом народ, мы показываем, во-первых, что мы отдельный народ, мы независимая страна, и за свою страну мы будем драться и биться. Если говорить о геополитических реалиях, то мы сегодня фактически и меняем эти геополитические реалии, потому что, скажем, страны, которые влияли всегда на
процессы в мире, они все равно вынуждены считаться с украинским сопротивлением. То есть если россияне думали, что они решат в Украине очень быстро вопрос, а на Западе некоторые дипломаты говорили нашим дипломатам о том, что расслабьтесь, вам там осталось несколько часов или дней, то мы в том числе и Запад заставляем шевелиться и все-таки предпринимать какие-то действия для того, чтобы сопротивляться Москве. Поэтому Украина сегодня реально меняет правила в мире и еще будет менять. Очень многое будет меняться. И от украинцев действительно много зависит. То есть правильно ли я вас поняла, в принципе, по завершению этой войны и победы Украины, в принципе, вот все те структуры, которые мы с вами обсуждали выше, в том числе Организация Объединенных Наций, как вы сказали, которая оказалась абсолютно недееспособной в вопросе обеспечения мира и безопасности, вот все эти структуры должны быть пересмотрены, в крайнем случае, это как минимум реформированы? Конечно, на 100%, потому что та система безопасности, которая существовала в мире, она фактически рухнула. То есть если до сих пор были более такие мелкие конфликты или войны, где уже были признаки о том, что данная система рушится, что ООН не справляется своими обязанностями, то война в Украине — это уже масштабная война, которая показывает, что после ее завершения, после победы Украины, в которую мы верим, нужно пересматривать систему безопасности в мире. Каким образом это будет происходить? Ну, здесь, конечно, большой еще вопрос. И, кстати, украинская власть и президент Зеленский, он выступал с определенными позициями и предложениями, когда вот перед различными парламентами Запада, особенно в первую очередь американского парламента, когда он выступал перед Конгрессом, он предлагал свои механизмы, как это можно сделать. То есть это, кстати, к предыдущему ответу, то есть Украина не просто демонстрирует сегодня там какой-то героизм и сопротивление, мы в том числе и предлагаем те механизмы, которые могли бы потом работать. Насколько Запад захочет к этому прислушаться, или насколько вообще цивилизованный мир готов вырабатывать новые механизмы, вот я думаю, что они до сих пор не готовы. Вот в чем проблема, понимаете? Они до сих пор... Почему? Почему? Ну, потому что Запад привык к совсем другой жизни. Они привыкли, что после развала Советского Союза можно расслабиться, что существует однополярный мир, существует сытая Европа. Они привыкли к этой жизни, они привыкли, что у них нет реальных конкурентов. Поэтому проспали определенным образом конкуренцию в лице Китая на экономическом поприще, который набирает в том числе политических. Ну и проспали поднятие из колен России. В том плане, что не то, что они вот сильные такие конкуренты, а в том плане, что они создают проблемы всем соседям и Западу в том числе. И вот с этой реальностью они сегодня столкнулись в лоб, и им необходимо что-то делать. И более того, я вам скажу еще одна проблема. На самом деле, такое вот сытная определенная жизнь на Западе, она размыла лидерство. На Западе отсутствуют сильные лидеры. Ну, возможно, за исключением там Бориса Джонсона, который мы знаем, что проявляет определенное лидерство, возможно, частично Байдена, но нету такого, как было раньше. Маргарет Тэтчер, Рейган и так далее. И они действительно вели мир, они противостояли Советскому Союзу. Вот когда это все рухнуло, действительно мы сегодня видим, что этого не хватает. Более того, Запад, они не хотят еще воспринимать до конца ту реальность, которая есть в мире. То есть то, что сегодня делает Россия, что с Россией нужно все-таки более жестко себя вести. И нужно принимать эту реальность. То есть если обещаются определенные вооружения, то они должны предоставляться, потому что любое промедление — это уничтоженные города в Украине, это уничтоженные жизни и так далее, и так далее. Мы видим, как ведет сегодня себя Германия, которая обещала там еще 2 месяца назад точно, что будут танки, и которые до сих пор их нету в Украине. Там определенным образом ведет себя Франция и так далее, и так далее. Очень четко. Выпрашивать у американцев РСЗО, ну и по списку. Ну, очень четко действительно сейчас прослеживается такая тенденция, когда мы видим, что Запад не хочет
еще большей эскалации и, возможно, опасается применения Путиным тактического ядерного оружия. Что вы думаете по этому поводу? Действительно ли Путин может его применить и насколько вот эти опасения Запада, они оправданы? Я думаю, что Западу точно не следует бояться, потому что один из инструментов России это был всегда такой дорогой пункт, если выражаться напрямую, потому что они всегда пытались шантажировать там Запад, мир тем, что они сильные, что они могут что-то сделать. То есть вели себя так, как хулиганы. Такую же тактику они сегодня применяют. Мы видели, что они говорят, если вы предоставите Украине определенное оружие, мы будем наносить удары по центру принятия решений. Да, Медведев сказал. Да, но с другой стороны, Западу необходимо понимать, что если они будут все-таки уступать данной риторике господина Медведева и в целом России, все равно Россия будет продолжать их шантажировать. То есть проблема не будет решена. И если тем более звучат голоса определенные со стороны Запада, как того же Макрона, что необходимо дать возможность сохранить Путину лицо, то нужно понимать, что проблема не будет решена. Если вы хотите сохранить ему лицо и каким-то образом решить данный вопрос и данную войну за счет украинской территории, жизни и суверенитета, то не получится. Пройдет год-два, Россия пойдет дальше, она будет завоевывать новые территории. Они не будут останавливаться. Поэтому проблему нужно решать уже сегодня. Вот это и есть та реальность, которую им необходимо предпринимать. А боятся они применения тактического оружия или нет, ну извините, в бой вы все равно уже фактически вступили. Даже если вы напрямую не воюете с Россией, все равно санкции, оружие, которые вы предоставляете Украине, это все равно уже бой. То есть если вы размахиваетесь, то наносите удары. И бояться применения со стороны России там тактического оружия или какого-либо другого, еще вопрос, применят ли, не факт, то на Западе, страны НАТО и так далее, но это несоизмеримая сила, которая существует там по отношению к России. То есть с этим преступником все равно необходимо что-то делать. Вы от проблемы не уйдете, не убежите, вы не сможете ее как-то затоптать и решить за счет Украины. И больше Украина это не позволит. Дякую вам дуже, пане Іване. Чухсагулно, что нашли время, подключились к нам в эфир. Слава Украине! Дякую героям, слава Саулу! Саунс. Іван Капсамун, політичний аналітик, редактор відділу політика в газеті «День», був з нами на прямому зв'язку. А тем временем оккупационная так называемая военно-гражданская администрация начала собирать данные о владельцах коммерческой недвижимости в Херсоне. Об этом сообщает местное издание «Мост». Соответствующие объявления об этом появились на интересующих оккупантов объектах, преимущественно в центре города. До 3 июня владельцам приказывают подать документы на эти объекты в фейковую военно-государственную администрацию. Основанием служит нигде не опубликованное распоряжение так называемого главы Херсонского ОГА Владимира Сальда. Подать документы оккупанты предписывают в фейковый фонд госимущества Херсонской области, чем грозит неподача документов, пока что уточняется. Европейский Союз осудил последнее решение руководства России, направленные на постепенную интеграцию оккупированных территорий Украины. Об этом свидетельствует заявление спикера Европейского Союза по иностранным делам Петра Стана. Цитирую: «ЕС решительно осуждает указы президента России от 25 и 30 мая об упрощении процесса предоставления российского гражданства и выдачи российских паспортов гражданам Украины на Херсонщине и Запорожье в районах, временно под военным контролем российских сил, совершивших вторжение, а также украинским детям без родительской опеки и юридически недееспособным лицам с оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. ЕС не будет признавать эти паспорта, выданные в рамках агрессивной войны России против Украины». Конец цитаты. С нами сейчас на прямой связи Євген Ярошенко, правозахисник, аналітик Кримсос. Пане Євгене, вітаємо вас. Селям алейкум.
Алейкум салям. Доброго вечера. Пане Евгене, только что я зачитала цитату спикера Европейского союза по иностранным делам Петра Стана, который осудил действия Российской Федерации, направленные на постепенную интеграцию оккупированных территорий Украины. Вот, в частности, речь идет о Херсонской и Запорожской областях. Там Путин, вы знаете, недавно подписал указ об упрощенном порядке выдачи гражданства России, проживающим на этой территории гражданам Украины. Что вы думаете по этому поводу? Репрессии в Херсонской и Запорожской областях, такие указы и решения Путина. О чем это все свидетельствует? Да, в последние дни очень много говорят о так называемой паспортизации жителей Херсонской и Запорожской областей. Я бы сказал, что это очень сильно напоминает ту политику, которую проводили российские оккупанты в Ордло с 19 по начало 22 года, когда начали выдавать паспорта жителям данных регионов. И к тому же, я бы сказал, практика репрессий, которая сейчас происходит в южных областях Украины, очень напоминает ту практику, которая проводилась с 2014 года на территории Донбасса. Единственное возможное отличие – это то, что в Херсонской и Запорожской области пока что не были провозглашены так называемые народные республики. Но тем не менее это не означает, что там какие-то зверства, что там меньше зверства. Нужно понимать, что Российская Федерация осуществляет, скажем так, насобиралась очень большая коллекция военных преступлений против человечества, которые каждый день происходят в южных областях Украины. Это насильственные исчезновения, это незаконное лишение свободы, это мародерство в виде разграбления украинских ресурсов, такие как зерно. В общем, на протяжении короткого видеовключения очень трудно весь этот перечень нарушений даже перечислить. Но мы видим действительно, как оккупанты врываются в дома граждан Украины на этой новооккупированной территории, вывозят в неизвестном направлении. Более того, многие правозащитники сообщали о том, что они там в подвале 17-й гимназии, если не ошибаюсь, оборудовали пыточную тюрьму, в тюрьмы сажают людей, да, вывозят на территорию оккупированного полуострова. Вот по каким критериям, кто попадает вот под эти репрессии российских оккупантов? По каким критериям они вообще выбирают, кого задержать, кому приехать, что сделать? У них есть какие-то определенные списки, возможно? Нельзя исключать, что есть списки. По имеющейся информации известно, что оккупанты, когда захватили здание военкоматов, там получили списки військовозобов'язаних громадян України. И по этим спискам ходили и похищали людей. Кто в зоне риска? Кто в зоне риска быть похищенным и вывезенным в неизвестное направление? Это военнослужащие, причем в том числе и бывшие. Это другие сотрудники силовых структур, это сотрудники местных органов местной власти, это люди с проукраинской позиции, волонтеры, правозащитники, все, чья деятельность в нынешнее время или в прошлом могла ассоциироваться с поддержкой идеи украинской государственности. Именно вот эти лица находятся в наиболее уязвимом положении. Также можно выделить отдельный риск по этническому принципу. Как минимум 3 человека, которые были похищены в Херсонской области, они были вывезены в оккупированный Крым, и им предъявили обвинения в причастности к батальону имени Намана Челебиджихана. По этим обвинениям до момента полномасштабного вторжения уже находилось за решеткой 6 человек. Вот сейчас таких лиц, которых обвиняют в якобы причастии к батальону, уже 12. Поэтому здесь крымские татары находятся в довольно уязвимом положении.
Многие из них, которые после 2014 года уехали на материковую часть Украины, в частности в Херсонскую область, чтобы избежать репрессий. Теперь же русский мир пришел на территорию этого региона Украины. Что в данном случае советует делать правозащитная организация «Крым-СОС»? Возможно, какой-то колл-центр вы создаете, куда люди могут звонить, обращаться? Вот если проходят репрессии, проходят обыски в домах у граждан Украины на новооккупированных территориях, как им поступать? Что вы советуете? Да, действительно, в Крым-СОС функционирует горячая линия, куда ежедневно обращаются граждане Украины из разных регионов, и Крым, и Херсонская область, и Донбасс. И наши юристы оказывают бесплатную консультацию. Общие какие-нибудь советы трудно давать, поскольку каждый кейс индивидуальный. Насильственное исчезновение – это один кейс, пытки – это другой. Поэтому, пользуясь случаем, да, хочу призвать слушателей, читателей, у кого возникают какие-нибудь трудности, связанные с российской агрессией, можете обращаться на горячую линию организации «Крым-СОС». Наши юристы подскажут вам, что вы можете делать в текущей ситуации. Дякую вам дуже, пане Євгене. Чохсагон, що нашли время, подключились к нам в ефір. Слава Україні! Героям слава! Євген Ярошенко, правозахисник, аналітик Крим-СОС, був з нами на прямому зв'язку. А я с вами не прощаюсь, мы сейчас переходим на информационную программу «Заман». Наши журналисты расскажут там о самых последних и актуальных новостях на украинском языке, а после мы вернемся в эту студию и продолжим наш эфир на крымско-татарском языке. Традиционно к нам подключится председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров, а также у нас в эфире, в прямом эфире будет лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев. Не пропустите, будет интересно. Оставайтесь с АТР.